В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. Сегодня мы разговариваем с народным художником Чеченской Республики Фатимой Даудовой. Фатим, маршал. Наверное, чаще всего спрашивают, как вы начали рисовать. Я бы хотел бы спросить, что вы хотите нарисовать, когда вот рисуете, какая ваша цель, что вы хотите передать человеку, который смотрит ваши картины? В первую очередь я рисую только то, на что меня двигает мое вдохновение, то, что мною пережено, то, что я увидела в жизни, и хочется, чтобы это увидели другие. Люблю рисовать природу, то есть показать красоту природы, но когда ты рисуешь на пленэре, в горах, особенно в наших горах, эту красоту невозможно передать, но пытаемся передать хоть частичку этой красоты. Очень люблю картины со смыслом. То есть в этой картине все, кто смотрит на эту работу, у них бывают разные видения вот этой работы. То есть от внутреннего состояния человека он и делает вывод, как понять, как прочитать вот эту картину. В основном очень люблю черно-белую графику, потому что в черно-белой графике очень, с одной стороны, считается, что черно-белые работы тяжелее сделать, чем живопись. У нас есть такие споры между художниками. Мы считаем, что в живописи можно некоторые ошибки скрыть цветом, а вот в черно-белой работе нужна четкость, точность, то есть свои ошибки там не скрыть. И нужно очень, и особенно в живописи, можно и цветами передать. То есть из-за обилия этих красивых цветов, колорита картины, может человек многое не увидеть, а вот в черно-белой работе и концентрироваться, и понять работу, и прочитать, и прочувствовать. А как вы понимаете картину «Черный квадрат»? Когда меня спрашивают про «Черный квадрат», я всегда говорю, во-первых, он не черный, и во-вторых, это не квадрат. А что это? Искусствоведы измерили вот эту картину, и в этой картине ни одна из сторон не равна другой из этих 4 сторон. Ну, уж потому она и уникальна. Да, и во-вторых, там нету черного цвета. У нас у художников не всегда в живописи, в графике, да, черно-белые могут быть картины, а в живописи чисто черный цвет используют нечасто. То есть этот черный цвет мы создаем из разных цветов. В любом черном цвете должны быть свои оттенки. И по истории черного квадрата у меня даже есть статья научная, написана именно по этому произведению. Именно поэтому я и знаю некоторые тонкости, много читала, изучала про эту картину. Художник первоначально рисовал на заказ картину, Малевич, и эта картина, когда не понравилась заказчику, он ее закрасил цветами разными, то есть да. под этим черным квадратом есть какой-то рисунок? Есть какая-то сюжетная картина, сделанная им на заказ и не принятая заказчиком. Он в таком состоянии закрасил, и кто-то из друзей художников зашел и сказал, какая картина. И с этой точки, с этой минуты началось вот это направление в живописи. Он называется, по-моему, абстракционизм. Ага. И пошли разные. Квадрат белый, красный треугольник и много-много повторов. Да. Но это еще Малевич мог рисовать и суперреалистичные картины. Он был академический рисунок, живопись у него была на высочайшем уровне. Но вот когда уже ты всю жизнь рисуешь вот это вот здание как здание, это же уже художнику надоедает, он хочет это здание показать, как он видит вот это здание. Некой другой абстракции. Да, другую форму. А вы своих учеников к какому стилю чаще приучаете? Либо они сами выбирают? У меня есть методика своя, когда студент, я обычно работаю со студентами в нефтяном университете, если он рисует, мы обучаем академическому рисунку, архитектурному рисунку и академической живописи и архитектурной колористике. Но у нас есть свои требования. Но когда
студент рисует в какой-то другой форме, обычно в классических вузах, академии и так далее, в Москве, в Питере их не признают. Но я стараюсь развивать их направление, потому что я знаю много направлений, сразу стараюсь их не критиковать. Говорю очень красиво, хорошо, но в следующей работе изменим это. Если в следующей он какую-то ошибку совершил, стараюсь, чтобы он следующий, говорю, все работы хороши, мы делаем или триптих, или 5 работ, они будут всех хорошие по качеству. И так вот я смотрю, в каком направлении он работает, сразу его не сажаю на академическую живопись, потому что не всех можно. И таким методом очень уникальные личности у нас были. И выпустились, и сейчас работают, открыли свои творческие студии, обучают уже и детей, и работают в архитектурных бюро, создают здания. Какие чаще картины, я вас перебил, чаще картины покупают в Чеченской Республике? Какой стиль больше предпочитают? В Чеченской Республике есть 2 направления, одинаково признанные и одинаково популярные. Это, во-первых, природа Чеченской Республики, и, во-вторых, интерьерные работы. Это как? Это техника флюид-арт, интерьерные работы. Это абстрактные такие работы, где нету изображений и изображений людей. Фигуры? Нету, потому что у многих есть такие, они не хотят вешать ну, так у себя. может каждый, мне кажется, стать художником, нет? Это да. Я, если честно, возможно, я могу ошибаться, Фатим. Мне кажется, что я пробовал рисовать красками, то есть маслом. Я считаю, что это очень нелегкий процесс. И так как я не умею рисовать, то есть у меня нет образования, а тут, естественно, необходимо образование, я пробовал рисовать какие-то фигуры, абстракции и так далее. Но, опять же, возвращаясь к квадрату Малевича, вот кажется, вот черный квадрат и все. Но на самом деле у каждой картины есть своя особая история. И как вы думаете, имеет ли право человек, который не имеет специального образования, нарисовав что-то, требовать признания? Я не думаю, что он не может требовать, потому что есть очень много известных художников. Я вас еще раз говорю, нарисовав непонятно что, требовать признать свой стиль новый какой-то. Я считаю, что прежде чем требовать признания, нарисовав непонятно что, он должен иметь классическое образование, а потом только он имеет право. Как говорил художник, вот сейчас я забыла, известный художник, он рисовал, и в конце своей творческой жизни он мог что угодно нарисовать, и когда к нему заходили, это разве можно продавать? Что ты делаешь? Это не Пабло Пикассо? Да, Пабло Пикассо. Он говорил, а людям не нужны мои работы, им нужна моя роспись на картине. Вот в таком случае он имеет право. Даже если это простой набросок, но этот набросок уже известного художника, он может через годы быть себе дорогим очень при покупке. Но, насколько я знаю, у Пабло Пикассо был некий конкурент Модильяни. Модильяни. И сейчас его картины не стоят не ниже, чем у Пикассо. Вот борьба между художниками часто вообще встречается, ну даже в нашей республике? Ну, борьба между художниками, чтобы в нашей республике я не встречала, чтобы была борьба, но так вот это здоровый, конкуренция, должна быть здоровая такая конкуренция, она существовала и между Модильяни и Пикассо, еще была борьба в эпоху Возрождения между Леонардо да Винчи и Микеланджело, они очень с друг другом спорили, и вот этот вот камень, мрамор, из которого создан Давид, статуя Давида, они спорили из-за этого камня, и победил Микеланджело, и он унес этот камень себе в мастерскую и сделал вот эту фигуру, которая очень известна. Скажите, вот, допустим, раньше, да, в Средневековье и более ранних эпохах было, художники помогали объяснять публике, людям, народу определенные явления, либо вообще, если говорить про Европу, про Рим, то
тот же Микеланджело, если я не ошибаюсь, разрисовывал Сикстинскую капеллу. Да. Вот. И вот сегодня художник может являться неким вспомогательным элементом по донесению какой-то информации до умов человечества. Я думаю, что может художник может донести то, что не видит обычный человек, то, что не видит оператор или фотохудожник. Фотография, она чисто фотография. Если даже взять портрет человека, если сфотографировать, мы просто увидим фотографию, а художник может показать через свою картину его профессию, его характер, его быт, много что. Даже по рукам он может показать, что он музыкант или он труженик. И очень важная есть у художника тоже обязанность — это патриотическое воспитание. Это показывать традиции, обычаи своего народа через свои картины. А как часто вы через свои картины показываете обычаи и традиции чеченского народа? Я стараюсь в этом направлении работать. У меня есть серия работ литографии, называется «Чеченские мотивы у родника». Там 3 работы. И в одной работе показано 2 человека, которые у родника на нашем национальном дечик-пандере играют и отдыхают. Во второй работе девушки у родника. То есть как они к роднику уходили, это же были наши традиции. На второй работе уже у родника и парень с девушкой. Определенные одежды, какие у нас были, как мы там находились. Вот показать подрастающему поколению наши обычаи. Вот у меня есть еще одна работа, называется «Нохчола». И что она? это абстрактная работа. Абстрактная работа. Я сделала форму общую, взяла петроглиф, старый-старый петроглиф с башни, и в него вот это вписала все, что присуще понятию «Нохчола» на чеченском языке. И они оформлены в эти «Я Эздангал», «Цаалла» — единство, «Вад» — это слова. Во-первых, я включаю слова, во-вторых, я человек, который смотрит картину, он учит новые слова. Очень много у меня бывает вопросов, когда выставляю эту картину, никто не знает, например, что означает слово на чеченском «вад». А «вад» на чеченском переводе «менталитет». Цаалла — единство, Эздангал. Вад — это менталитет. Менталитет. Я советуюсь, я сама не знаток чеченского языка, но очень большой любитель и пытаюсь его изучать, насколько возможно, и общаюсь с людьми, которые в совершенстве знают чеченский язык, им занимаются, и мне многие, они от себя пишут, да, вплоть до каждой буквы проверяю, с ними советуюсь. И в этой, например, работе я и изучаю тому, что должно быть в человеке, особенно в человеке национальность чеченец, и одинаково знакомлю этого человека с этими словами. Ну, связана была работа с годом чеченского языка, много думала, чтобы сделать такого, чтобы интересно было и какая-то польза была от этой картины. Ну вот вы и нарисовали эту картину, Да. верно? И к тому же там, возможно, даже 3 задачи. Задачи, что входит в Нохчола, изучение этих слов, и еще я там использую в оформлении с наших башен петроглифы. Какие формы петроглифов были? Вопрос такой, экономического характера, либо как. Насколько сегодня художнику возможно себя прокормить своим ремеслом? Это очень сложный и болезненный вопрос, например, для художника. Я, например, чтобы прокормить в себе художника, чтобы я могла делать картины, выставлять их, потому что картины нужно одевать, обувать. Это багет, краски, художественные материалы. Их нужно вывозить. Вот, например, мы где-то прошли на выставком, где-то победили, и нужно эту картину отвезти, привезти, самим ездить. Для того, чтобы вот эту всю работу я могла делать, я работаю
в сфере образования, зарабатываю только в сфере образования, а вот на картины очень редко. Вы редко продаете картины? Редко продаю, потому что я не рисую на продажу. Почему? Потому что я продаю очень редко, и именно на продажу рисовать не могу. Только то, что, если то, что по моему вдохновению, по моим интересам я делаю, кто-то покупает, да, он может купить, но чтобы так вот мне дали задание, нарисуй это или то, и так я очень редко делаю. Ну, Единственное, абстракцию вы можете нарисовать? да, у меня есть и абстрактные работы. В последнее время я начала делать абстрактные работы. Мгм. Так как я работаю со студентами в университете, у них бывают разные направления, им интересны. И чтобы их обучать в том направлении, которое они спрашивают, мне приходится изучать и все современные направления, чтобы с ними был контакт, они же задают вопросы, а что можно я в этом направлении сделаю картину, в этом. И когда они работу делают, их же надо еще консультировать, помогать, поэтому я прохожу разные курсы, особенно по интерьерной живописи я прошла именно во времена, когда мы находились в локдауне, когда мы дома были онлайн, прошла все курсы по интерьерным работам. Это и флюид арт, это и работы с применением текстурной пасты, это и из эпоксидной смолы бывают очень красивые работы. Вот все эти направления приходится проходить, чтобы знать, чтобы советовать, чтобы обучать и консультировать. Вот, допустим, сколько процентов ваших знаний, то есть какой коэффициент ваших знаний дает вам зарабатывать? Это половина, 80%, 15%. То есть именно рисование, либо возможность, как вы сказали, делать какие-то интерьерные вещи, либо вообще, допустим, сочетать и то, и другое. Ну, я думаю, что я сочетаю и то, и другое, так как я педагог-художник. И художник, и это у меня сочетается. И к тому же я еще являюсь руководителем представительства Международного союза педагогов-художников в Чеченской Республике. То есть уже почти год у нас открыто это представительство, и в это представительство входят художники, которые преподают. Это вузы, у нас 2 вуза по художественному направлению есть, училище и очень много художественных школ, школ искусств и обычных творческих студий. Я посчитала, что в нашей республике оно должно быть представительство. Я в этом представительстве была несколько лет, входила в Международный союз художников-педагогов, и потом решила открыть у нас, чтобы это была польза и для всех педагогов, потому что педагог-художник — это особый человек, художник своего стиля другой человек. Не всякий художник может преподавать. Согласен с вами. Да. А как вы смотрите на то, что сегодня некоторые художники рисуют через планшеты? То есть это виртуальный рисунок, его невозможно потрогать, то есть вы только увидите. Вообще художники, настоящие художники признают этот вид творчества? Ну, старое поколение не признает, но я думаю, я признаю, потому что знаю, насколько это тяжело. Я сама пробовала это делать, потому что когда нам иногда приходится иллюстрировать книги разных авторов, бывает, обращаются, и когда ты работаешь планшетом, намного удобнее иллюстрировать произведение, потому что автор может покритиковать, измени это, а там легко, не нужно переделывать. Вот в этом направлении я признаю как особый своего вида направление, которое применяют в книжной графике, может быть, в каком-то веб-дизайне и так далее. А как произведение, имеющее большую художественную ценность, то нет. Что бы вы сказали тем людям, которые считают, что искусственный интеллект может в какой-то мере заменить, допустим, творческий потенциал человечества? Я считаю, что творческий потенциал, видение человека, его
невозможно заменить. Да, сейчас многие увлеклись вот этим художественным интеллектом. Да, он может существовать, может быть, в какой-то мере у него есть будущее, но заменить человека, то же самое, как я говорила ранее, фотограф и художник. Фотограф ограничен тем, что сделал один человек фотографию, он не может, а художник своим глазом, глаз совершенен. Глаз, иногда художник говорит, у нас рука напрямую связана с мозгом, то есть у нас в руках карандаш, а управляет этим карандашом мозг человека. На этой хорошей ноте я предлагаю нам завершить нашу программу. И прежде чем попрощаться, скажите, Фатим, что самое сложное рисовать для вас? Какой-то предмет, либо какую-то часть определенного тела человека, либо животного, я не знаю. Самое сложное, что нарисовать? Самое сложное нарисовать это человека. Да, можно нарисовать, но очень тяжело передать его характер, что он из себя представляет. ДРСЛ. Я напоминаю нашим зрителям, с нами была Фатима Даудова, народный художник Чеченской Республики. Фатим ДРСЛ. Для евреев Шунахалиль.